Персонально ваш. Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Персонально ваш». «Персонально ваш» сегодня доктор экономических наук, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахунов. Рустем Ринатович, добрый день. Добрый день, Айдар. Мы работаем в прямом эфире не только на FM-волне, но также еще на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе ведется прямая видеотрансляция. Там есть онлайн-чат, можете отправлять свои вопросы, либо реплики. Останется, если время, обязательно обратим на них внимание. Ну и то же самое можно делать по номеру телефона +7 927 304 10 51 в формате традиционных смс-ок и сообщений в Телеграме и в WhatsApp. Рустем Ринатович, хотелось бы начать с вами разговор, наверное, с немножечко уже устаревшей темы, но все же она имеет значение, я думаю, сегодня. Это Башкирия вошла в пятерку рейтинга инвестпотенциала. Как раз об этом сказали на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме впервые. И, знаете, это очень много разговоров и среди экономистов, в том числе, вызвало. Многие выступали у нас на «Эхо Москвы» в Уфе. Ваше мнение, в целом этот рейтинг действительно ли он показывает реальность? Да, спасибо за вопрос, Айдар. Я действительно мог бы этот вопрос комментировать и могу прокомментировать, поскольку имел непосредственное отношение в работе региона и команды региона по данному рейтингу. Дело в том, что этот рейтинг еще в 2014 году был впервые опубликован, рейтинг инвестиционного климата регионов Российской Федерации. Как раз на Петербургском форуме это стало традицией, когда этот рейтинг публикуется один раз в год, а этому предшествует большая работа регионов по улучшению своих показателей. Ну, я в двух словах хотел бы сказать о том, что для меня, как экономиста, ученого, важна там методика, собственно, этого, значит, рейтинга. Действительно, этот рейтинг отражает современный рейтинг, так скажем, в него вносились в методику некоторые изменения, он отражает в большей степени желание и активность региональных властей по улучшить свой инвестиционный климат. То есть не само состояние этого климата, а желание его улучшить. Да, желание улучшить. Вот если говорить о экономической периодике, наиболее известный, наверное, рейтинг наряду с рейтингом, который мы обсуждаем, является рейтинг эксперта, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Он, если я не ошибаюсь, я еще, по-моему, тогда кандидатскую писал, использовал его в своей работе. Еще на конец 90-х, начало 2000-х этот рейтинг был широко использовался для оценки. Он там из двух частей ставил, какие риски влечет ведение бизнеса в регионе, какой потенциал имеет регион. Методика рейтинга агентства стратегических инициатив, а почему я говорю, что имел непосредственное участие, поскольку, если я не ошибаюсь, с 2015 года я был общественным представителем агентства стратегических инициатив в Республике Башкортостан. И вплоть до 2018 года, до избрания меня депутатом Государственного собрания, я вот эту общественную нагрузку как представитель вел. И надо сказать, что региональные власти и того периода, и сегодня особенно уделяли большое внимание этому рейтингу, поскольку это рейтинг, работа над тем, как улучшить тот или иной показатель. Например, он там из 4 направлений стоит: регуляторная среда, есть ли институты поддержки бизнеса, как поддерживается малый и средний бизнес в регионе. Вот ключевые такие вещи. Например, сколько нужно времени, чтобы зарегистрировать предприятие? Или новое предприятие какой поддержкой пользуется? И АСИ подготовил такую систему своими рекомендациями, в котором каждый регион так или иначе сегодня, он универсален с точки зрения прихода бизнеса в тот или иной регион. То есть показатели относительно едины. И вот к этому стремилось агентство стратегических инициатив, кстати, которому 10 лет, и вот президент нашей страны поздравил эту организацию, в том числе и один из результатов 10-летней работы, большой работы, это рейтинг агентства стратегических инициатив. Таким образом, вот некоторые резюме, тезисы из того, что было мною сказано, отвечая на ваш вопрос.
В принципе, все регионы сегодня Российской Федерации с точки зрения инвестиционного климата одинаковые с точки зрения того, что бизнес придет в регион, и процедуры примерно одни и те же. Он придет, значит, принцип единого окна практически везде реализован, существуют общественные советы при руководителе, губернаторе региона, существует проектный офис по улучшению инвестиционного климата. Это такой перманентный, постоянный процесс. Так вот, с 2015 года, после того, как в 2014 опубликовали низкие позиции Башкортостана, работа очень активно велась, и эта работа привела вот динамически к тому, что мы достигли беспрецедентного результата по итогам рейтинга 2020 года. В 2021 таким образом получили 5-е место. Это, конечно, большое достижение. Уровень влияния на этот рейтинг, демонстрирующий активность региональных властей, он, безусловно, играет здесь большую роль. Но мы видели, как всегда Москва и Татарстан, наверное, Московская область, всегда боролись за лидерство, и мы видели, какие модели инвестиционной привлекательности применяют эти регионы. Я думаю, что Башкортостан пошел именно этим путем, проявляя наибольшую максимальную активность в желании повысить свое место в рейтинге и получил заслуженную награду в виде 5 лучших, значит, регионов по инвестиционному климату. Для вас лично стало ли сюрпризом, что Башкортостан на 5-е место поднялся? Знаете, работая вот по этому рейтингу в команде, в башкирской команде, я считаю, что это очень большой результат. То есть попасть, ну, не то чтобы в десятку, там, не то чтобы в 5-ку, а в 10-ку достаточно сложно, поскольку конкуренция достаточно высокая. Я полагаю, что результатом этого послужила и системная работа с самим агентством по участию в тех или иных совместных проектов, и регион доказал, что он может и готов, и хочет этот рейтинг, значит, получить. Вы говорите, что скорее этот рейтинг демонстрирует желание властей улучшить инвестклимат. Татарстан сильнее желает Башкортостан, получается, раз на 2-м месте? Татарстан изначально желал больше и теперь сохраняет эту свою позицию. Надо понимать вот что. Ведь вот я в своем ответе сказал о том, что регионы разные модели применяют. И эти модели у лидеров рейтинга, они очень дорогие. Эффективно это или нет? Сложный вопрос. То есть, ведь вот модель того же Татарстана участвовать везде и во всем. Иметь представительство в любой стране мира, где потенциально есть инвесторы, которых можно привлечь. Понимаете? Но мы же понимаем, что это очень дорого. Но для Татарстана это дает свои плоды. Я вижу, что современная модель инвестиционной привлекательности Башкортостана демонстрирует именно те же шаги. Ну, относительно дорогим путем пойти по пути привлечения инвестиций. Через участие во всех федеральных программах, участие, где это возможно, во всех рейтингах, привлечение участия в различных международных форумах и организация международных форумов на своей площадке, но для того, чтобы это дало плоды. Таким образом, само по себе 5-е место – это показатель того, что регион стремится в лидеры, что регион один из крупнейших регионов Российской Федерации, и в этот регион можно вкладывать средства наряду, инвестиции вкладывать наряду с такими крупными игроками, как Москва, Московская область, Татарстан, там, Тюменская область. В Башкирии в прошлом году, в пандемийный, между прочим, год, прошло сразу несколько крупных мероприятий, конференций, связанных с бизнесом, с экономикой и так далее. Скажите, вот, например, форум по урбанистике был и так далее. Эти конференции, действительно ли они оказывают положительное влияние на экономическое состояние, на экономическую систему тоже? Я не думаю, что это приносит какой-то прямой экономический эффект. Ну, я полагаю, что раз такая модель выбрана, значит, это работа в долгую. Когда-то в долгосрочном периоде это может дать свой эффект. Но говоря о макроэкономике, то риски макроэкономические для инвесторов, тем более иностранных, они по всей России, в принципе, одинаковые. Иностранные инвесторы руководствуются едиными правилами игры, это первое,
которые действительно на всей территории страны, и смотрят лишь на такой показатель, как, собственно, инвестиционный потенциал. Чем обладает регион? Какая емкость рынка? Какие инфраструктурные ресурсы для этого есть? А это уже многолетние вложения еще советского периода. Башкирская содовая компания, Башнефть и так далее. Все, что происходило с этими предприятиями за последние годы, как это повлияло на инвестклимат? Например, события августа прошлого года на Шихане-Куштау, когда после этого большую компанию, одного из самых крупных производителей соды, просто национализировали. Не бегут ли, не разбегаются ли от этих новостей бизнесмены и инвесторы? Ну, я полагаю, что если говорить о российских бизнесменах, то они понимают те, в том числе экономические и политические риски, связанные с инвестированием в Россию. Они привыкли в этой регуляторной среде жить, привыкли к этой социально-экономической, общественно-политической обстановке, и эта привычка дает им определенный комфорт и конкурентоспособность по сравнению с иностранными участниками, которые хотят, например, на наш рынок заходить. Говоря о ситуации, я ее, по-моему, вот после этих событий тоже комментировал, но для меня вот здесь очевидны два тезиса. Первый, что само решение, оно было назревшее, поскольку, к сожалению, надо констатировать, что решение иное не было найдено, и все-таки предыдущие собственники, я думаю, что допустили, в моем представлении, ряд ошибок и допустили разворачивание такой негативной ситуации, которые вот сложились в протесты жителей Башкортостана. Ну а второй тезис, конечно, отнять у частных собственников и передать в пользу государства – это беспрецедентное решение в мировой практике, но оно вполне вписывается, в логику, на мой взгляд, принятия российских решений в рамках российской юрисдикции. Поэтому сказать, что я был удивлен, наверное, нет. Сказать, что это как-то повлияло на климат, одним вот таким решением, я тоже считаю, что какого-то существенного ухудшения не было. Но все понимают, что эти риски есть всегда, политические риски, поэтому надо играть по правилам, которые установлены в той или иной стране. В том числе, я так понимаю, по правилам понятийным, то есть по понятиям, да? В России у нас, как вы думаете, много экономических процессов именно по понятиям работают, а не по нормам закона? Трудно сказать, но процесс по тому, чтобы эти правила были универсальны, прозрачны и едины в отношении, например, субъектов малого и среднего предпринимательства, этот факт есть. И вот мы ранее обсуждали с вами рейтинг оси, это как раз рейтинг в эту сторону. Чтобы куда бы ты ни приехал, в Якутию, Башкортостан или в Ивановскую область, ты понимал, что процедура-то едина, что ты должен найти некое окно, в котором тебя проконсультируют, скажут, а какая поддержка есть, скажут, а как мы возьмем ваши инвестиции, что вас ожидает, где мы можем понять, помочь вам, какие площадки у нас есть. То есть, но ведь речь идет здесь, когда ситуация БСК, первое о крупном бизнесе, второе о бизнесе, который, очень важен не только для региона, но и для страны, и третье, нормальные отношения, которые прозрачные, которые основывались на добровольном волеизъявлении сторон собственников, региональных властей, с учетом интереса населения, не были достигнуты, поэтому вот такое российское решение было принято. Хорошо, скажите, является ли в России формулой успеха это быть ближе к телу, так называемое, да? И если все-таки вы далеко от тела, как бизнесмен, означает ли, что риск экспроприации вашего капитала повышается сильно? Я считаю, что, говоря о экспроприации, то это, конечно, единичные случаи. Я не могу сказать, что это какая-то система выстроена, что такой риск есть. Особенно если у тебя там малый и средний бизнес, то маловероятно, что для тебя такие риски ведения бизнеса достаточно существенны. А что касается крупного бизнеса, когда ты вкладываешь там, условно, более миллиарда рублей,
то взаимоотношения с властями и выстраивание отношений с властями, это, безусловно, имеет ключевое значение. То есть лучше оставаться на их стороне, не спорить, когда не нужно, да? Вот такая формула. Если бы я был инвестором, то я бы предпочел, я бы знал, что такая модель может сыграть положительную роль и приспособился бы к этой модели, если ты хочешь заработать денег на этой локации, на этой территории. Марат Хабиров во время встречи с Владимиром Путиным в Абзелиловском районе Башкирии, куда он приезжал в пятницу на прошлой неделе, сказал, что итоги деятельности башкирской содовой компании после национализации вот за первое полугодие 2021 года рекордные. Значит, компания добилась, в частности, по итогам 6 месяцев текущего года прибыль от продаж БСК составила 10,5 миллиардов рублей. Это, между прочим, на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручку от реализации продукции, услуг в отчетном периоде составила 28,5 миллиарда. Это прирост 24%. Ну и так далее. Там везде, в общем, плюсы, большие, довольно значимые проценты. С чем это связано? Это национализация так хорошо повлияла? Удалось какие-то финансовые потоки вытащить наружу, так скажем, и использовать их в правильном направлении? Я рассуждаю здесь следующим образом. Первое, говорить о каком-то достижении результата за короткий период, за 1 год, для такого крупного предприятия, я думаю, что здесь чудес не бывает. Все-таки большая часть экономической политики, проводимая в БСК, она была инерционной. То есть это махину, которую развернуть за 1 год достаточно сложно. И росту продаж и выручки, на мой взгляд, в большей степени повлияла конъюнктура цен на соду. Если посмотреть на фьючерсные контракты по соде, то бурный рост именно с начала 2021 года, и сейчас достаточно высока цена на нефть. Это одна из причин того, почему продажи, выручка компании, соответственно, прибыль выросла. Это первый момент. Второй момент. Я полагаю, что в рамках группы было принято решение показать достаточно быстрый результат. И этот результат показан, и он достигнут, и это не может не радовать. Это соответствующая уплата налогов в бюджет региона, и регион тоже может только поприветствовать. Но самое главное здесь другое. Самое главное – это достигнуто соглашение о том, что сегодняшняя полученная прибыль не будет выводиться на выплату дивидендов, а будет направлена на модернизацию производства, первое, и на решение экологических вопросов, второе. И некоторые сроки по решению экологических проблем соды, действительно, они сдвинуты. Там они были рассчитаны на далекие 50-е, 60-е годы, они сдвинуты уже на обозримые 22-й, 23-й и ближайшие периоды. А это примерно более миллиарда рублей инвестиций. Речь идет, в частности, о рекультивации шламонакопителя «Белое море». Это, на мой взгляд, самый важный, самый главный эффект, который регион может получить, если эти договоренности будут выполнены, и эта экологическая программа соды будет решена. Но мы понимаем, платой за это решение, платой выступает не получение регионом дивидендов от деятельности компании. Но я полагаю, что решение экологических проблем, которые, кстати, остро обострились во всей стране, в регионе, во всем мире, об этом мы можем отдельно поговорить, об экологической повестке, которая существует сегодня в мире и в стране. Я полагаю, что это тот плюс, то преимущество, которое регион получил от такого судебного решения. Вы знаете, что касается модернизации производства башкирской содовой компании, до протестов массовых на Шихане Куштау власти, как и руководители БСК, утверждали, что все там в порядке. И потом внезапно, как сейчас ходит это слово, очень популярно, переобулись, так скажем, коротко. Как вы думаете, если бы не тот самый массовый многотысячный протест на Шихане Куштау в прошлом году, продолжала бы политическая элита
республиканская, отстаивать точку зрения, что в целом все нормально, и все бы продолжалось так, как продолжалось до августа. Как вы думаете, стал ли протест той самой переломной точкой? Я считаю, что отчасти да. Надо понимать, что во всем мире экологическая повестка существенно заняла передовые позиции, и любое решение по размещению того или иного промышленного производства или решение по деятельности того или иного предприятия, это всегда вопрос недовольства общественности, и в том числе по причине необходимости экологизации производства. Поэтому здесь она достигла кульминации, и я полагаю, что это резко поменяло планы и предыдущих собственников БСК, и региональных властей, и вот отсюда возникли эти программы. То, как было раньше, как обстояла ситуация с башкирской содовой компанией, это было выгодно властям Башкирии, получается? Почему они не обращали внимания на необходимость модернизации, потому что оборудование, как вы говорите, на несколько десятков лет уже устарело? Не обращали внимания на экологический вред, который приносит башкирская содовая компания? А Ради Хабиров даже неоднократно отстаивал публично точку зрения, что нужно разрабатывать Куштау и так далее. Эта ситуация была выгодна властям тогда? Или это просто некое непонимание политэлиты, что можно изменить ситуацию вот таким образом и сделать лучше? Я думаю, что политический вес собственников БСК был достаточно высокий для того, чтобы отстаивать выгодные для себя позиции. И действия региональных властей ограничивались рамками российского законодательства, прежде всего. Но надо принять во внимание следующее, что принципиальная позиция предыдущим руководством региона была очевидно высказана, что памятники природы не будут отданы в разработку. И эта принципиальная позиция была выстояна. Кстати, вот я когда исполнял обязанности руководителя УФИЦРАН, Федерального исследовательского центра Российской академии наук, мы создавали рабочую группу, и решение президиума нашей организации было представлено в главе региона. Там была как раз высказана первая, историческая ценность, вторая экологическая ценность, и третья, природная ценность вот этих гор. И мы очень рады, что эта позиция была услышана. Включая Куштау, я так понимаю, да? Да. И на это все есть соответствующее обоснование, есть соответствующее заключение ученых. Поэтому то решение, которое мы получили, оно справедливое решение. Оно решение ради народа. А вот тогда, когда Российская академия наук высказывала такую точку зрения, власти что-нибудь сделали для того, чтобы хоть как-то показать заинтересованность? Безусловно, я думаю, что эти аргументы использовались в переговорном процессе, когда отстаивалась позиция региона, что нельзя эти горы отдавать под разработку. У нас осталось чуть меньше минуты до перерыва на новости, поэтому я думаю, мы успеем это обсудить быстренько. Если вот эта национализация башкирской содовой компании привела к улучшению ситуации, как вы говорите, может быть, стоит другие какие-нибудь крупные компании национализировать, с которыми мы имеем проблемы? Например, активисты Баш-РТС, ресурсоснабжающее предприятие, рекомендуют, настаивают национализировать. Или не стоит? Или это приведет к чему-то похуже, чем сейчас? Нет, с экономической точки зрения, безусловно, это шаг в никуда, поскольку только частный собственник, который рискует своими средствами, инвестирует в это предприятие свои денежные ресурсы, может привести это предприятие к эффективности. Но мы имеем дело с уникальным случаем, когда деятельность собственников пошла против воли народа. И в этом смысле достаточно логично было вмешательство государства. Но ведь мы не Рустем получили Ринатович, я прошу прощения. Кто будет конечным бенефициаром. Мы договорим на эту тему через несколько минут буквально.
13 часов 30 минут в студии Марина Старисон. В середине часа на Эхе краткий выпуск новостей. Журналисты BBC утверждают, что получили доступ к планшету, нескольким документам, предположительно принадлежавшим наемникам ЧВК «Вагнер» в Ливии. В ходе совместного расследования арабской и русской службы BBC выяснилось, насколько масштабна операция ЧВК в этой стране и что ее поддерживают на самом высоком уровне. Напомню, что российские власти любые связи с группой отрицают. В памяти планшета десятки файлов от инструкции по установке противопехотных мин и изготовлению самодельной взрывчатки до съемок с разведывательных беспилотников. Также на устройстве есть карты зон боевых действий, помеченные на русском языке. Сотни афганских силовиков сдались боевикам движения «Талибан», сообщает агентство «Франс Пресс», ссылаясь на местного чиновника. Он рассказал, что это произошло сегодня утром в аэропорту провинции Кундуз. В настоящее время талибы контролируют центры 7 из 9 северных провинций Афганистана. Активная наступательная операция они проводят после вывода американских войск и их союзников по НАТО. Напомню, движение «Талибан» во многих странах, в том числе и России, признано террористическим и запрещено. Предпосылок к широкому распространению в мире йота-штамма коронавируса нет, считает в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. Его эксперты отмечают, что вариант «Дельта» вытесняет другие штаммы. Чиновники утверждают, что в России пока нет случаев заражения йота-штаммом. Ранее американские ученые заявили, что эта мутация передается значительно быстрее других вариантов и увеличивает смертность, особенно среди людей пожилого возраста. Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что вакцина «Спутник» весьма эффективна в борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%. Это уже российские данные, причем наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили. И вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелые заболевания, новой коронавирусной инфекции. И, что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжелые заболевания, требующие госпитализации. Центр имени Гамалеи, который является разработчиком «Спутника», настаивает на том, что препарат переносится лучше, чем западные аналоги. На Сахалине возник скандал после того, как местные жители на одной из свалок обнаружили распиленный памятник Юрию Гагарину. Ранее монумент стоял на въезде в Невельск. В районной администрации утверждает, что памятник был давно списан, тем не менее пообещали разобраться в ситуации. На этом фоне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к властям Сахалинской области с требованием восстановить демонтированный памятник Гагарину. В Москве плюс 22 градуса сейчас, ночью обещают до плюс 16, завтра днем также до 22 и дожди. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Башкирский кооперативный институт Российского университета кооперации приглашает абитуриентов на обучение по новым образовательным программам. Таможенное дело уровня специалитет и юриспруденция уровня бакалавриат. Мы находимся по адресу город Уфа, улица Ленина, дом 26. Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону горячей линии приемной комиссии 274 52 36. 274 52 36. Знай, всегда Фармленд с тобою рядом. Есть один совет простой: покупай в Фармленде то, что надо, получай подарок свой. Все лето совершай покупки в аптеках Фармленд и получай подарки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Подробности в аптеках Фармленд. Фармленд, что надо. Башкирский государственный театр кукол приглашает 14 и 15 августа. Ждем вас на спектакле по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Жизнь маленького беззащитного птенца полна самых разных испытаний. Он не похож ни на кого из тех, кто встречался ему на пути. Начало в 11, 13 и 16 часов, категория 0+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Выше. Бейек. Выше человека. Кашинан бейек. Выше человека. Кашинан бейек. В Доме Республики установят турникеты и забор выше человека за несколько миллионов рублей. Республика йортында 1 миллион хумлык кешенән бейек турникет һәм кәртәләр куярга уйлайдар. В Доме Республики установят турникеты и забор
выше человека за несколько миллионов рублей. Республика йортында берничә миллион һумлык кешенән бөек турникет һәм кәртәләр куярга уйлайлар. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на Эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Напоминаю, сегодня персонально ваш доктор экономических наук, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахунов. Рустем Ринатович, мы с вами говорили про Баш-РТС и идею национализации. Учитывая те протесты, например, да, тоже, кстати, которые затронули вообще, мне кажется, большинство жителей, как минимум, Уфы, из-за высоких цен на отопление, на горячее водоснабжение. Стоит ли как-то задуматься властям, на ваш взгляд, о национализации такой крупной компании? Конечно, нет. Конечно, нет. Я все-таки приверженность как доктор экономических наук, как человек, который занимается профессионально экономическими процессами и явлениями, безусловно, нет. Вопрос в регуляторной среде, опять же, мы должны говорить о том, какие, собственно, условия создать для того, чтобы такие ситуации не допускались. Ведь вопрос Баш-РТС – это отложенные, по сути дела, проблемы 90-х годов. И попытка перехода на новые экономические рельсы, когда каждый платит по тому, сколько потребил. Так вот, я считаю, что через совместную работу по модернизации самой системы отопления и доведения тепла до конкретного жителя региона, конкретного жителя страны, эту проблему можно решить, но какие-то вопросы национализации, они, конечно, чрезмерные, и я думаю, что аргументы здесь будут экономические, они будут неубедительны. А может быть, стоит как-то разбавить рынок, создать более конкурентную среду, и тогда решить проблему? Абсолютно согласен с вами, что конкуренция, это один из двигателей экономического развития, экономической эффективности, поэтому я полагаю, что это один из методов. Но первоочередно в сложившейся ситуации это пересмотр инвестиционных программ, решение совместно принятия инвестиционных решений в отношении модернизации самой системы. А те самые тарифы, они, по словам тех же правозащитников, довольно высокие в Башкирии по сравнению с другими регионами. У нас один из самых высоких тарифов. Почему так происходит, на ваш взгляд? Дар, я относительно, собственно, самого тарифа не готов комментировать предметно, поскольку проблему тарифа не изучал. Но участвовал в обсуждении в Курултае, когда эта проблема обсуждалась в том числе экспертами. И высокий тариф, ответ на высокий тариф со стороны Баш-РТС был получен следующий, что в этом тарифе зашита как раз та инвестиционная программа, о которой я говорил. Вопрос другой, реализуется она или не реализуется. Поэтому что-то более внятно и предметное я по этой проблеме не готов сказать и прокомментировать. Хорошо, перейдем... Поскольку я не изучал предметно, но это не входило в область моих интересов. Хорошо, перейдем к Башнефти, конкретно к сокращению добычи на объектах этого предприятия. Вот после того, как оно отошло, так скажем, в руки людей не в Башкортостане, ситуация ухудшилась, на ваш взгляд, или улучшилась? Не в Башкортостане, последнюю фразу, Айдар, поясните, пожалуйста, вот это, чтобы я понял суть вопроса. Я имел в виду вхождение Башнефти в структуру Роснефти. Понятно. Я считаю, что это был тоже неизбежный процесс в рамках вот такого экономического ландшафта Российской Федерации, когда более крупная компания, группа поглотила, более мелкую. Я считаю, что, вы знаете, я до пандемии 2 года подряд выступал в качестве модератора очень интересного мероприятия, которое было организовано Башнефть, которое связано с представлением результата работы этой компании
общению с общественностью и общению с региональными властями. Так вот, я несколько погружен, значит, в эту проблему. Есть у меня статьи касательно влияния Башнефти на экономическое, социально-экономическое развитие региона. Что касается вот сегодняшней ситуации, то она возникла, безусловно, объективно. И эта ситуация возникла из-за падения цены на нефть. И, вы знаете, ни одна компания энергетическая, я имею в виду углеводородная энергетика, она не была лишена проблем. Мы изучали практически, с публичную отчетность практически всех крупных нефтяных компаний, там, начиная с Саудовской Аравии, заканчивая Мексикой, безусловно, и российские компании. Так вот, выручка и прибыль, соответственно, и, как следствие, инвестиционные планы, инвестиционные программы всех нефтяных компаний, без исключения, были подвержены сокращению. Сейчас мы говорим о том, что постепенно, через восстановление цены, за счет, и в том числе за счет снятия ряда ограничений по квотам по добыче, эта ситуация восстанавливается. Но какого-то подвоха экономического я не вижу в том, что вот Башнефть оказалась в такой ситуации. Все оказались в ситуации, когда сниженная цена на нефть, беспрецедентно низкая, повлияла на выручки и на прибыль компании. При этом из всех структур Роснефти, Башнефть, как нам в самой компании сказали, пострадала больше всего, почти больше всего. Добыча сокращена очень сильно была именно почему-то на объектах Башнефти. С чем это связано, как вы думаете? Я это связываю с объективными причинами, я об этом уже сказал, я не вижу здесь какой-то там политической подоплеки. Вероятно, речь идет и о принятой там логистике в отношении сокращения добычи, возможно, в вопросах рентабельности месторождений и труднодоступно извлекаемой нефти на, месторождениях Башнефти по сравнению с другими проектами Роснефти. И я полагаю, что решение тут объективное и экономически обоснованное, нежели связано с какими-то политическими мотивами. Открытие завода «Цемекс» в Абзелиловском районе Башкирии структуры Ласлсбергер. Почему Владимир Путин обратил даже на этот объект такое внимание? Приехал, поговорил с рабочими, открыл этот завод. Неужели это настолько перспективный проект? Да, интересный вопрос. Попытаюсь на него ответить, прежде всего, с экономической позиции. Если говорить о самом проекте, действительно, он уникальный для России проект по той причине, что продуктом деятельности этого предприятия, товаром, который это предприятие будет выпускать, этот завод, будет так называемый белый цемент, аналог которого производится лишь на одном предприятии в России, это в Подмосковье. Это первое, и уникальность этого. Второе, что реализация этого проекта экономически была важна во избежании сбоев, импортных поставок из стран, откуда импортируется этот белый цемент. Речь идет прежде всего о Турции, Иране, там, отчасти Египта. Это, второй аргумент в пользу, почему это такое внимание. С точки зрения инвестиций, объем, конечно, он несущественный. Там, в масштабах всех инвестиций не только страны, даже региона. Сколько это в год? Это примерно 2-2,5 миллиарда. Да? Вот в 2018 году проект начал реализовываться, первый этап. Что такое 2-2,5? Вот это менее процента в общих объемах инвестиций годовых Республики Башкортостан. Я думаю, что здесь играла еще роль, безусловно, и то, что этот проект реализуется иностранным инвестором, что в условиях пандемии иностранные инвесторы выбирают площадки, на территории страны, и выбор этой площадки тоже обоснован. Обоснование здесь следующее. Первое – это сырье, безусловно, база для сырья. Второе, я считаю, что в Европе такой завод все сложнее строить из-за экологической составляющей, поскольку европейская
европейская повестка развития, она исключительно связана с зеленой экономикой. Поэтому третий фактор, что у Лассербергера сложились прекрасные отношения с республикой исторически, там, с 90-х годов, когда керамический завод был построен. Поэтому все это факторы, которые послужили таким и в том числе информационным поводом для приезда президента страны. Ну, надо сказать, что технологии по производству этого белого цемента, которые заявлены, которые реализованы, они сами современные. Это, безусловно, для республики плюс. И экологические требования соблюдаются, и рабочие места будут созданы, и будем надеяться, что там заявлено ведь что сейчас реализован 6-миллиардный проект, а когда я говорил 2-2,5, я имел в виду по году, там 2-2,5, да, там с 18 года, 18, 19, 20, 21, там, вот, 6 миллиардов распределены. Но есть планы по тому, что будут еще строительные сухие смеси на основе этого завода производить, а это еще 14 миллиардов инвестиций. До 14 может дойти объем. Поэтому это в целом, безусловно, позитивная новость и позитивный информационный повод для участия президента, что такие проекты реализуются. Почему европейские власти заботят экологическая составляющая, а вот в России, значит, легче такие заводы открыть? Почему российские власти не идут по тому пути, что Европа? Вы знаете, Европа исторически ведь, так скажем, определяет, так скажем, мировую повестку, да, проблема здесь очевидна, и сегодня или завтра ли мы к ней придем, и есть ряд примеров, когда мы следуем этим принципам. Проблема-то ключевая. Глобальное потепление – это удержать в 1,5% роста изменения, повышения температуры на планете. Эта проблема должна всех волновать. Но европейцы более передовые в этом вопросе, чем китайцы, чем россияне и чем даже США. И поэтому кто-то должен взять пальму первенства и идти с этим флагом, поскольку нас ждут беспрецедентные сложности, если мы не удержим глобальное потепление вот в тех запланированных расчетных показателях, о которых я сказал. Поэтому вся эта экологическая зеленая повестка связана с этим. Вы знаете, все-таки... Поскольку построить, отвечая более конкретно на этот вопрос, я считаю, что построить такой завод в Европе существенно дороже, чем построить его в России, в частности, в Башкортостане. Вы знаете, в Европе вопрос экологии, как раз связанный в том числе и с производствами и так далее, это довольно горячая тема, и я лично сам, правда, дистанционно наблюдал за спорами в парламентах и так далее. Какие-то политики отстаивают одну точку зрения, другие другую, но мне кажется, действительно ли это так, во-первых, да, мне кажется, что там этот вопрос был решен благодаря политической конкуренции, которая там существует, благодаря плюрализму мнений, плюралистической политической системе, экономической в том числе тоже. Возможно ли решение этой проблемы, учитывая наши российские реалии, когда у нас главенствует одна политическая элита и плюрализма, фактически наше пространство лишено? Или это не так? Я считаю, что за нас эту проблему-то уже решили. Мы в контексте решения этой проблемы в силу того, что это мировая глобальная проблема. И вы знаете, если бы не пандемия, то в мировой повестке устойчиво на протяжении 10-20 лет всегда была бы номер один повестка, это экологическая повестка. Поэтому какая бы политическая сила, и какие бы вопросы, и какая бы политическая конкуренция в той или иной юрисдикции национальной не существовала, повестка решена за нас. Более 100, по-моему, если я не ошибаюсь, 110 стран заявили о своей цели достичь так называемой углеродной нейтральности. Разные годы сообщается, ориентир такой 50-й год. Европа ускоряет эту углеродную нейтральность до 30-го года. Это очень сильные экономические процессы изменят в любой стране мира. Отсюда, кстати, и проект, о котором просил глава нашего региона Ради Хабиров у президента, это включить республику в эксперимент по этому карбоновому полигону.
То есть это отчасти ответ на этот вопрос. Я могу пояснить, что это такое, там, что за это полигоны, для чего они нужны. К сожалению, да, у нас, к сожалению, мало времени, поэтому я думаю, мы эту тему пока упустим, с вашего позволения. Вы знаете, но все-таки, когда плюрализма нет в политике, мне кажется, угомонить финансовые интересы определенной стороны, особенно если это часть политической элиты, очень сложно. В данном случае все-таки вот давайте поговорим про Россию. Достигнем ли мы каких-то экономических успехов крупных, глобальных, да, которые предопределят будущее нашей страны и республики, пока имеем такую политическую систему? Вы знаете, каждая страна и каждый народ достоин той системы, которая сложилась. Я думаю, что прежде всего исторические корни привели нас к тому, что мы имеем именно такую систему, когда есть политическая партия, доминирующая, значит, в политике. Но я могу сказать об экономических исследованиях, поскольку я прежде всего экономист и в меньшей степени там, политолог и вообще не политолог. Поэтому я могу сказать влияние с точки это на экономику. Действительно, экономические исследования показывают, что очень сильно на экономическую составляющую, на экономическое развитие той или иной страны, того или иного региона влияет две вещи очень важные, которые мы недооцениваем. Это культурное развитие, уровень культуры в стране или в регионе. И второе, действительно, экономический и политический плюрализм и конкуренция. Исследование. Но надо понимать, что любое исследование тоже отчасти политизировано. И в этом смысле, когда я говорю об этих исследованиях, главным образом это американские и европейские исследователи такие взаимосвязи изучают. В нашем случае, говоря о российской действительности, то это уникальный опыт, который будет известен экономическим историкам будущего для оценки последствия вот той проводимой политики и такой системы политической власти, которая сложилась в стране. Вы знаете, наших слушателей очень волнует, судя по сообщениям, в том числе вопрос повышения цен. Сейчас мы видим, что цены растут и даже на такие, так скажем, обычные продукты, как овощи, там, морковь, картофель и так далее. Видим, что строительные материалы в несколько сотен процентов подорожали. Скажите, это сколько еще будет продолжаться и до чего в итоге мы дойдем с такой тенденцией? Безусловно, предел этого повышения есть. И существуют различные факторы, которые, значит, инфляцию разогнали. Надо сказать, что вот сегодняшние действия экономических властей страны и всего мира, поскольку инфляция проблема как в США, так и в России, она одинаково актуальна сегодня, это номер один в макроэкономической повестке. Так вот, решение по, значит, сдержанию инфляции, решение следующее, это, наверное, одно из единственных решений, это таких наиболее значимых, это повышение процентной ставки. Как только, и Центральный банк, он очень пристально наблюдает за ростом цен и за динамикой инфляции. И как только мы почувствуем, что снизились инфляционные ожидания и инфляция, индекс потребительских цен начинает снижаться, ставка будет уменьшена. Поэтому я полагаю, что мы сейчас достигли неких предельных значений по инфляции. И я думаю, что она сегодня вот в контролируемых рамках, к сожалению, повышенных находится. У нас минута осталась, но я не могу не задать этот вопрос. Объединение вузов «Башгу» и УГАТО. Вы все-таки представитель академического сообщества. Вы выступаете за или против? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, поскольку есть аргументы за и против. Более того, я также работаю профессором Башгосуниверситета. Вот знаете, от чего это зависит? В целом, это ответ на сложившийся вузовский ландшафт в стране. Только крупный вуз в России сегодня может конкурировать с аналогичным федеральным или национальным средством. Это факт, надо признать. Поодиночке мы не можем. С другой стороны, способна ли объединенный вуз конкурировать уже или нет, поскольку ключевая проблема в моем представлении – это кадровая проблема и проблема управленческая. Вот если будет успешно решена управленческая задача, которая решается через обучение, в том числе лидеров, молодых лидеров,
то это может дать свои плоды. Но у меня здесь большие сомнения, что профессионально будет осуществлено объединение. Сам факт я не оспариваю. Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был доктор экономических наук, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахунов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня и до свидания. Никакого секрета.